Всем доброго дня, всем здравствуйте, вы снова на YouTube-канале Казахстанской Федерации Триатлона. Дайджест за неделю, все самое интересное из мира казахстанского и мирового триатлона и не только. Поехали! Начинаем традиционно наш обзор за неделю с казахстанских новостей, ну и, наверное, давайте немножко окунемся в мир столичного триатлона. Точнее, я бы так сказал, индор-триатлона. Так, традиционно уже 21 марта столичная федерация провела триатлон для своих молодых воспитанников, такие возрастные категории, как Ю-12, Ю-15 и Ю-17. Ну и вот с этого сезона еще и возрастная категория до 9 лет даже принимали участие в подобной гонке. Всех поздравляем, всех, кто добрался до высшей строчки, кто оказался на пьедестале почета. Ну а те, кто, может быть, не сумел в этот раз оказаться на пьедестале почета, я думаю, что это хорошая и отличная мотивация для того, чтобы тренироваться еще больше и лучше и в следующем году оказаться там. Ну и помимо детских стартов, да, и молодежных стартов, нужно еще отметить, что столичная федерация провела еще одну гонку, также индор-триатлон на базе одного из фитнес-центров. Отметить нужно, что достаточно большое количество участников, порядка 70 человек было на этой гонке. Нужно было за 10 минут преодолеть плавательный сегмент, также уходило 25 минут на велостанке и бег 15 минут на беговой дорожке. Призеров, победителей этой индор-гонки мы всех поздравляем. Ну и нужно отметить также и поздравить, наверное, столичную федерацию триатлона, что они в очередной раз сумели провести в подобных условиях, да, такую гонку. Я думаю, что многие, кто пришли, ни в коем случае не пожалели, а даже, может быть, окунулись вот в эти события и потихоньку вспоминают, каково это соревноваться. Тем более, что новый сезон, новый старт не за горами. В продолжение казахстанской темы и нашего триатлона нужно продолжить и сказать о том, что открыта уже регистрация на Тимир Адам Челлендж Ран. Напомню, что он состоится в Туркестане. Вся подробная информация на официальном сайте и как Казахстанской Федерации Триатлона, так и на Тимир Адам тоже все данные имеются. Не забывайте, регистрация открыта, заявляйтесь, участвуйте. Это первая гонка этого сезона, так что я думаю, вот через такой этап можно входить. Ну и, конечно, не забываем, что всех призеров и победителей на финише ждут медали заслуженные, плюс указана там сумма за стартовый взнос, ну и все вот эти маленькие нюансы, ништяки, подарки и все, что способствует каждому старту. Ну и, само собой разумеется, если вдруг кто еще не успел побывать в Туркестане, вот он прекрасный повод посетить этот город, увидеть, как по-новому он, скажем так, расцветает и оживает, и плюс ко всему еще и провести время с пользой. Тимир Адам Ран Челлендж, так что давайте регистрируйтесь, пока есть еще время. К новостям мирового триатлона. В Португалии прошел Кубок Европы. Ну и нужно сказать, что по составу получился он достаточно интересным, любопытным. Я не скажу, что, может быть, присутствовали какие-то суперзвезды на этой гонке, но ближайшие люди, которые составляют конкуренцию вот тем самым как раз-таки звездам, не побоялись и приехали в Португалию. Я думаю, что у кого стоял в графике эта гонка, то, наверное, ни капельки не пожалел. Так, у девушек победителем стала представительница Великобритании Бен Поттер. Второе место заняла француженка Ломбарди, и на третьей позиции Лиза Терч из Австрии. Что касается мужчин, то тут пьедестал почета вообще получился супер интернациональным и по географии, да, и по остальным признакам. Так, чемпионом этой гонки стал представитель Японии Такуми Ходжи, и серебро досталось представителю США Райдеру. А вот как раз таки Даниэль Диксон из Германии замкнул тройку призеров, точнее из Великобритании. Нужно сказать, что Диксон очень неплохо и хорошо начал. После плавательного сегмента был одним из лидеров. Вот как раз таки японец Ходжи был тем самым его преследователем вместе с еще одной группой атлетов. После второй транзитной зоны достаточно плотно сомкнулись эти ряды, но и уже показав четвертое время на беге, японец сумел оказаться победителем этой гонки. А лучший бег на время показал бельгиец, который, несмотря на провальный этап плавательной и веловой дистанции, сумел из
практически третьего десятка подняться в первую десятку, так что такой прорыв, да, вот если бы первый и второй сегмент не провалил, бельгиец, наверное, получилось бы еще лучше. Что касается Поттер, то тут нужно отдать должное, она просто с первых метров с плавательного сегмента начала наращивать свое преимущество, захватила лидерство перед первой транзитной зоной, после велоэтапа начала немножко это преимущество себе преувеличивать, разгонять дальше обороты, ну и на беге, имея хороший, неплохой запас прочности, финишировал уже в достаточно спокойном режиме, что говорят результаты, практически 20 секунд для такой гонки, я думаю, что это достаточно много. Так что тут поздравления победителям и призерам, ну и как мы видим, что потихоньку и Кубки Европы, да, и мы видим и чемпионат Азии по дуатлону, в общем, оживает триатлонный мир, начинаются этапы, и мы, конечно же, в ожидании, когда уже наши атлеты национальной сборной появятся на мировых стартах. Пришли еще новости касательно Международной федерации триатлона. Так было объявлено, что чемпионат мира по мультиспорту 2024 года пройдет в Таунсвилле, что в Австралии. Напомню, мультигонка это является такое новое направление. Тут как от дуатлона до стандартного триатлона на длинных дистанциях, плюс, конечно же, еще аквабайк и различные виды триатлона в виде кросс-триатлона, да, и по пересеченной местности. Данное мероприятие рассчитано на неделю, и тут есть возможность у многих людей, да, планировать свой график таким образом, что ты можешь принять участие не в одной, да, касаемо какой-то отдельно взятой гонки, а в нескольких сразу, в том, что выступить касательно на дуатлоне, да, или в том же триатлоне, или выбрать что-то себе ближе подходящее по направлению. Марисоль Касада отметила о том, что она очень рада тем, что как мультиспорт и триатлон в частности сотрудничают, как они развиваются. Очень приятно ей наблюдать о том, что идет высокая борьба и здоровая конкуренция за право провести подобные мероприятия, вот такие как чемпионат мира. Напомню, что в 2022 году пройдет в Братиславе, недалеко, да, от столицы Словакия, но вот уже подают заявки даже на 2024 год, но и после пандемии виден скачок и видно то, как соскучились, абсолютно все соскучились по данным мероприятиям. Что касается еще одной гонки, которая возвращается в календарь мирового триатлона, так это нужно сказать, что Монреаль снова на карте триатлона, но не просто триатлон, да, мы привыкли, что Монреаль традиционно присутствует на этапах Кубка мира, да, или каких-то различных гонках. Так вот, еще и Монреаль в паратриатлоне также включен в календарь и будет присутствовать он этим летом паратриатлон состоится этап Кубка мира для атлетов. Нужно сказать, что плавательный сегмент пройдет в Олимпийском дворце, а вот заезды колясочников пройдут, вы не поверите, но вот пройдут они на гоночной трассе Формулы 1 имени Жака Вильнёва. Так что я думаю, это очень крутое событие, особенно если это еще и посмотреть, понаблюдать. Ну и бег будет проходить недалеко от всего этого мероприятия, на, скажем так, локация озера, да, где будет такая набережная и красиво все это выставлено. Так что Монреаль снова набирает обороты. Мы всегда знали, да, что проводятся Кубки мира, этапы различных и айронменов, половинок. Ну и вот, пожалуйста, паратриатлон тоже заглянул в Канаду и в Монреаль. Напомню, что финал паратриатлона состоится в Абу-Даби. На это все будет уже осенью, в ноябре. Так что следите за новостями, не пропускайте. Давайте касательно Ironman и всех подручных, скажем так, материалов, средств и новостей касательно этих гонок. Ironman провел большую пресс-конференцию, там было много вопросов касательно, конечно же, конной, касательно чемпионатов мира и возможных переездов. И, как отметил президент Ironman, он сказал, что после вот этих всех событий с пандемией видели трудности с пребыванием на кону, различных нюансов из-за ковид-процедурных тестов и различных мероприятий, поэтому сейчас разрабатывается новая система, и, как отметили разработчики Ironman, и сказали о том, что ищут новые места. Напомню, что совсем скоро состоится чемпионат мира, да, уже непривычный для конны, но при этом, как заявили сами организаторы, в
что пока они не торопятся возвращаться на кону, хотя мы уже привыкли, что чемпионат мира, да, по Ironman это исключительно кона. Но вот сейчас будут искать новые места, новые локации, новые различные вызовы, и в том числе для самой, да, группы Ironman. Это связано с тем, чтобы еще попробовать еще более толчок популярности дать Ironman, ну и плюс посмотреть новые локации, немножко нужно менять, и вот пандемия, ковид, все к этому сделал, скажем так, послужил таким катализатором. Еще Ironman объявил о том, что популярные европейские гонки получают дополнительные места и дополнительные слоты. Так что вот если кто не успел, возможно, зарегистрироваться на европейские гонки, будут открыты дополнительные места, слоты будут появятся в продажу. Не знаю, как эта процедура, правда, будет выглядеть, но вот 11 гонок, список этих гонок есть на международном сайте и Международной федерации триатлона, и на сайте Ironman. Там как раз таки указано, да, для представителей Британии, Великобритании очень удобно будет тем, что появилась гонка Ironman Уэльс, возвращается. В Европе очень много гонок, по сравнению, конечно же, самой популярной относится франкфуртской гонкой. Так вот, еще добавились несколько гонок, и плюс добавляются постепенно слоты. Так что Ironman тоже немножко расширяет границы, понимая о том, что люди за время пандемии, довольно устали просто крутить педали на велотренажере, и хочется посоревноваться исключительно в боевых условиях. Так что вот такие новости касательно Ironman. Ну и, наверное, последняя новость, которую, наверное, мы хотели бы затронуть. Ее обойти, наверное, невозможно. Связана она больше с велоспортом. На финише одного из этапов Vuelты Каталонии у гонщика итальянской команды остановилось сердце прямо после финиша. Был финишный заезд, и вот как раз таки итальянец Сони Кальберелли после финиша, буквально проехав еще метров 2-3, рухнул просто замертво. Многие посчитали, что это усталость от финиша, где он боролся с австралийцем и проиграл, занял второе место. Но когда у человека начались судороги, быстро сработали сотрудники скорой помощи, очень быстро включились в свою работу и оказали непрямой массаж сердца, привели в порядок, и самое главное, что завели сердце итальянского гонщика. Но в любом случае это такой повод немножко тревожный, да, для всех велогонщиков, всех атлетов в том числе. 31 год итальянскому гонщику, сейчас он проходит полное медицинское обследование, и сроки возвращения итальянца пока неизвестны. И вообще стоит большой вопрос, будет ли дальше продолжаться его спортивная карьера. Так что вот, может быть, не самые приятные новости, да, но тем не менее об этом тоже никогда нельзя забывать. Медицина и здоровье, в первую очередь, за ним нужно же, конечно же, следить от и до, тем более, что сезон только начинается. Вот такие были новости. Всем большое спасибо, кто нас смотрел. Не забывайте лайки, дизлайки, пальчик вверх, колокольчики, подписывайтесь, не забывайте. Всех большое спасибо за то, кто нас смотрел. Ну и, конечно же, большое спасибо. Болейте на здоровье.